Март 2026 для КПРФ – месяц исторической памяти и активной социальной работы. 17 числа исполнилось 35 лет со дня всенародного референдума о сохранении СССР. А в Башкортостане партия продолжает отправлять гуманитарные конвои и проводить патриотические акции. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского республиканского комитета КПРФ, депутат Госсобрания Республики Башкортостан. Здравствуйте. Юнир Галимьянович, я предлагаю начать наш сегодняшний разговор с того, что мы 17 марта было 35-летие со дня исторической даты. В чем важность и актуальность ее на сегодня? Да, действительно, наша партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, отметила 35-летие Всесоюзного народного референдума по сохранению Союза Советских Социалистических Республик. Это наша история, история нашей страны, история нашей молодости. Я, как сегодня помню, это было мне тогда всего лишь 33 года, молодой политический работник, окончивший Свердловскую высшую партийную школу. Вот мы участвовали на голосовании. И в основном, кого я знал, с кем я общался, все они были за сохранение нашей страны. И к тому времени, конечно, в результате перестройки, демократии, гласности, наша страна немножко, конечно, расшаталась было. Это не без участия наших внешних и внутренних врагов, но тем не менее в целом руководство Советского Союза и народ очень хотел оставаться и жить при Советском Союзе. И вопрос там стоял такой, спрашивалось у нашего избирателя: вы как относитесь к сохранению нашей страны, в какой стране вы хотели бы жить? И на референдуме участвовало 80% нашего населения, и 76% проголосовали за сохранение и проголосовали за. Из 15 союзных республик участвовало 9. Не участвовали Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения и Молдовия. Вот. И обновленный союз предусматривался, что свободные республики должны были жить в одной семье, и сохранились бы все производственные, хозяйственные вопросы, политические вопросы, и в то же время национальная безопасность тоже предусматривалась. И практически союзный договор был готов. И, к сожалению, вот события, которые развивались после союзного референдума, привели к расколу, распаду нашей великой страны. Это очень было больно смотреть на эти события. И сегодня, возвращаясь к 35-летию годовщины вот этого союзного договора, мы оцениваем преступное отношение тогдашнего президента Советского Союза и первого президента Российской Федерации. Результаты народного голосования было проигнорировано действующим президентом Советского Союза Горбачевым и первым президентом Российской Федерации Ельциным. Это действительно так оно и было. Но сегодня мы не можем констатировать эти факты и предлагать какие-то меры воздействия, потому что уже их нету. Нам сегодня надо жить с этим и сделать соответствующие выводы. Почему? Потому что сегодня мы в мире видим, что в результате распада такой мощной страны, как Советский Союз, мы увидели, что каждая союзная республика
захотела натянуть на себя побольше одеяла или отрезать побольше кусок пирога. Так и получилось. Все со всех сторон начали раздирать, и Российской Федерации оставалось оставаться своими проблемами и с общими долгами перед другими странами мира. И также сегодня создавшаяся ситуация и в отношении нашего государства, вот это проведение специальной военной операции и принимаемые меры со стороны Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада, они направлены опять-таки создать трудные и тяжелые условия для суверенитета нашего государства. И они, вот обратите внимание, бьют по тем странам, по тем точкам, с которыми Российская Федерация дружит, поддерживает торговые и экономические связи и обороны. Это бьет опять-таки по нашим жилам. Поэтому сегодня мы должны с пониманием относиться к этой проблеме, и каждый гражданин нашей страны, нашей республики Башкортостан должны понимать, что от каждого из нас сегодня зависит судьба нашей страны, и поэтому мы спокойно, с хозяйственной точки зрения подходить к этому вопросу и сделать все для того, чтобы наша страна, суверенная Российская Федерация, должна оставаться самостоятельной, независимой в экономическом, политическом и военном отношении. И дальше мы должны продолжать избранную внешнюю политику, которая избрана руководством нашего государства, и идти вперед, и вплоть до выполнения поставленных задач в ходе специальной военной операции. Ну вот и для выполнения этих задач я знаю, что региональное отделение партии КПРФ очень активно работает с общественными организациями. Как удается наладить это взаимодействие? Я еще пару слов скажу о референдуме. Вот мы планируем со стороны нашего республиканского отделения выйти с инициативой в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан, обсудить вот 35-летие референдума Советского Союза совместно с нашими коллегами из других фракций: Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и самовыдвиженцами, и обсудить и направить нашу работу, наше обсуждение для того, чтобы объединить все политические силы республики, чтобы мы выступали в этот период единой силой, единым коллективом для достижения этих целей. Возвращаясь к вашему вопросу, мы со стороны Республиканского комитета КПРФ, чтобы привлечь все слои населения нашей республики, создали при КПРФ такие общественные организации, как Союз советских офицеров, Всероссийский женский союз «Надежда России» и, конечно, для молодого поколения Ленинский коммунистический союз молодежи «Комсомол». Эти наши общественные организации сегодня очень активно работают и проводят работу в республике. Я хочу поблагодарить руководителей этих общественных организаций, товарища Липовского Ивана Николаевича, Союз советских офицеров, Леовхатовну Хафизову, Надежда России, и Ленинского комсомола Равиля Шафиева. Потому что они каждый по мере своих возможностей и исходя из ситуации, они проводят такую большую работу по формированию наших гуманитарных конвоев для бойцов с нашей республики. Мы с ними проводим встречи со студентами, с учащимися,
Иван Николаевич, он очень хорошо выступает от общественной организации «Знания», выступает с лекциями об истории Советского Союза, о достижениях в народном хозяйстве и также о значении Великой Отечественной войны. И вот эти моменты, они, я думаю, что помогают формированию патриотизма у нашего подрастающего поколения. «Надежда России», также они своими руками готовят продукты питания, вяжут маскировочные сети. В летнее время собирали ягоды, также лекарственные травы для наших бойцов. И также изготавливали свечи для наших бойцов. С ленинским комсомолом мы часто встречаемся, их приглашаем на наши публичные мероприятия. Они активно нас поддерживают на мероприятиях республиканского масштаба и городов, и районов. Также мы с ними занимаемся в области спорта, культурой. И сегодня вот мы подготовили программу политзанятий для комсомольцев. И в апреле месяце мы проведем с ними политзанятия, на которых мы с ними будем общаться. Наши ветераны партии, ветераны труда будут рассказывать о тех событиях, которые мы своими глазами увидели и какое значение они имеют сегодня. И пообщаемся, и я думаю, что найдем общую точку соприкосновения, из которых они сделают, конечно же, правильные выводы. Юнир Гальмьянович, время нашего эфира завершено. Спасибо огромное, что пришли в студию, пообщались с нами, рассказали об актуальных делах партии КПРФ. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.